Черту бедности в Казахстане планируют поднять до величины прожиточного минимума. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова. По словам депутата Артура Платонова, доход в пределах черты бедности составляет сегодня до 14 142 тенге или 50% от прожиточного минимума. За 9 месяцев 2018 года средний размер адресной социальной помощи на одного человека составил 4870 тенге. Значительная часть бедного населения с доходом чуть выше 50% прожиточного минимума остается без поддержки. Например, разница между доходом 14 142 тенге и 14 200 тенге не приводит к существенному различию их покупательной способности, заметил депутат. По словам Абылкасымовой, повышение черты бедности запланировано в стратегическом плане до 2025 года. Будем поэтапно доводить ее до уровня прожиточного минимума. Расчеты мы делали. На следующий год мы постараемся уложиться и установить дифференцированную систему по черте бедности с 50 до 70% от прожиточного минимума, сообщила министр. По ее словам, для многодетных семей и семей, не имеющих трудоспособных членов, черта бедности будет поднята до 70%, а в семье с кормильцами черта бедности останется на уровне 50% от прожиточного минимума. Трудоспособные члены семьи, когда подписывают договор на получение адресной социальной помощи, получают дополнительные выплаты, которые помогут семье в будущем выйти из круга бедности и обеспечивать свою семью, объяснила Абылкасымова. Она отметила, что сегодня 41% получателей адресной социальной помощи составляют семьи с 4 детьми, у 16% семей нет трудоспособных членов. Депутаты также предложили вычеркнуть пособие по инвалидности и студенческие стипендии из числа доходов. Мажилисмены указали, что пособия по инвалидности часто полностью уходят на лечение, а стипендия отличников в семье, которая из-за этого не может получить адресную социальную помощь, ставит студента в неравное положение со студентом, не имеющим гранта, но семья которого получает поддержку государства. В большинстве такие студенты проживают отдельно. В этом случае их семьи могут претендовать на получение адресной социальной помощи. Мы однозначно считаем, что можно поддержать это предложение. Если вы поддержите нас, то мы готовы войти с поправками в закон, уточнила Абылкасымова.